В новостной ленте Facebook увидела такую интересную новость. Зантария, председатель Палаты адвокатов Республики Абхазия, настолько печется о правах граждан, что аж заключила соглашение с Офисом уполномоченного по правам человека. Это тот председатель, который единственная в нашей стране организация под руководством Зантария применила санкции к женщине, получателю пособий на территории Российской Федерации, у которой были проблемы на территории Российской Федерации. Вот единственная организация под руководством Зантария это сделала. И интересно, у меня будет обратиться к уполномоченному по правам человека, прокомментировать эту ситуацию, считает ли она, Анна Руслановна, справедливым и правильным преследовать матерей, женщин, которые столкнулись в России с проблемами на территории Республики Абхазия по вопросу пособий. Это тот председатель печется о правах граждан, которая рекомендует и дает указания какие-то документы регистрировать во входящей корреспонденции Палаты адвокатов, а какие-то нет, по желанию, в зависимости от того, кто придет. Это тот председатель, который считает, что если адвокат действовал против интереса своего клиента, но сроки прошли привлечения к ответственности, его наказывать не надо, а человек лишился квартиры из-за действия адвоката. Это тот председатель Палаты адвокатов, печется о правах, Совет Палаты адвоката, который указывает и пишет гражданину, что будет утилизировать документы и оставлять эти документы без рассмотрения. Вот именно этот председатель Палаты адвокатов Республики Абхазия посчитала, что без соглашения с уполномоченным не смогут они, наверное, хорошо так работать и защищать, и отстаивать права и законные интересы граждан. Не знаю, кто как это воспримет, но я воспринимаю ту историю, и вот это заключение соглашения, как, не совсем солидно. Это мое мнение. После таких оплошностей со стороны председателя Палаты адвокатов. Еще забыл, это тот председатель Палаты адвокатов заключает соглашение с Офисом уполномоченного по правам человека и граждан, который дает указания адвокатам не ходить на допрос. Вот все это об одном человеке. Поэтому, да, все это, конечно, странно выглядит. Я сейчас даже прикреплю. Те, кто не знал, как выглядит Зантария, будете знать в лицо.